Режиссер Амур Амирханов работает над полнометражным художественным фильмом «Письмо», премьера которого уже ближе, чем мы с вами думаем. Амур, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Дайте Халшин, рада вас приветствовать в нашем эфире. Маршал дал салам алейкум, Дайте Халшина. Амур, мы уже, конечно, анонсировали то, что выйдет письмо, и в эфире нашего канала мы не раз говорили, мы гордимся тем, что наша коллега Ами снималась у вас, но давайте все-таки от общего к частному, у нас уникальная возможность пообщаться с вами. Что вдохновило вас стать режиссером, и вот был ли момент, когда вы поняли, что это ваше призвание? Ну, скажем так, что помимо Ами Амир, там снималась почти вся республика Ингушетия, потому что очень много людей, которые нам помогали, участвовали в массовке и в эпизодических сценах, там, в ролях. Моя принципиальная задача была как можно больше актеров ингушей собрать там, потому что ингушские лица не подделаешь, они имеют свой своеобразный колорит, и ни в каких актерских базах их не найдешь. Это по тех, кто снимался. Ну а что может вдохновить Огалай, человека, который любит свою родину и который знает, кто он, откуда он и свое происхождение. Только это может вдохновить на создание такой кинокартины. Потому что никаких других бонусов и плюшек от подобной истории ты не заимеешь. Ну, как-то так. Да, я поняла. Хотелось бы вот узнать, сейчас ждут все жители нашей республики проката киноленты «Письмо». Чего ожидать нашему зрителю, когда мы сможем уже увидеть? Я не знаю, как тебя зовут, скажи, пожалуйста. Хава меня зовут. Хава, меня Амур зовут. Хава? Да, мы с вами уже познакомились. Да, Хава, история такая, значит. На самом деле фильм готов уже полгода как. Вот ты говорила только что о Тарковском. Один из людей, который работал над созданием этой картины, это знаменитая Божена Масленникова, которая красила еще фильм «Зеркало». Она лучший колорист, вообще цветоколорист в этой стране. Вот, это о Тарковском, имеется в виду. Так что мы не понаслышке, уже ингушское кино не понаслышке рядом. Вот, фильм готов уже полгода как. Но есть некие сложности по показу его на родине, потому что моя принципиальная задача была сначала показать перед всеми международными кинофестивалями, да, сначала показать его у себя на родине, потому что фильм, как бы то ни было, об ингушах, об истории ингушей, там, о всех наших родителях, вот, без исключения. В этом фильме, помимо там моей многонациональной команды, да, которая была со всей страны, участвовали десятки тейпов ингушей. Вот, поэтому моя принципиальная задача была показать на родине, но пока и возникают некие сложности, что поэтому показываю. Не по нашей вине, еще раз повторяю, и не по вине там Министерства культуры России или еще чего-то. Вот я сейчас решаю эти проблемы. Как только я их решу, Далчи и Андали, фильм будет показан первым делом в Ингушетии. А так мы отправились на большинство международных крупных кинофестивалей, и в Азии, и в Средней Азии, и в странах там загнивающего Запада, так сказать. Потому что я думаю, хотя это не дружественные нам страны, но все равно они должны видеть наше кино, нашу историю. Вот. И поэтому, да, и ведем переговоры о прокате в Турции, ведем переговоры о прокате по странам Средней Азии, везде, где живут бывшие депортированные люди, а их сотни тысяч в потомки, поэтому надеюсь на большую аудиторию. Ну, в общем, вы прославляете родной народ и родную республику далеко за пределами. Хава, уже 30 лет, Хава. С чем я вас поздравляю. Надеюсь, те проблемы, о которых вы говорили ранее, вам удастся решить, и мы все-таки увидим на эту киноленту. Насколько известно, что съемки проходили не только в нашей республике. Да, конечно. В 5 регионах проходили съемки. Но это масштабная работа, конечно. Включая Казахстан, потому что моя принципиальная задача была снимать в Казахстане. Вот если ты снимаешь историю в Казахстане, то ее надо снимать в Казахстане. Особый цвет воздуха, особая степь. Естественно, киношники для сокращения расходов, там, для того, чтобы снять степь, они едут, знаешь, куда-нибудь в каком Подмосковье. Вот. А моя принципиальная задача, хотя это многократно увеличило наши расходы, логистику, всю инфраструктуру. Казахстан мы снимали в Казахстане, а Сицилию, как говорил Фрэнсис Форд Коппола, мы снимали на Сицилии, понимаешь? А Ингушетию мы снимали в Ингушетии.
Как-то вот такая история. В Питере снимали, в Карелии, в Москве, где мы только не снимали. Прежде чем найти локацию, который повторял бы город в Чеченной Ингушетии 1972 года, я объездил вообще 6 стран. 6-7 стран, по-моему, я уже не помню, где я только не был. И вот меня Аллах опять привел на нашу землю, чтобы там закончить это повествование. Амур, мне хочется поговорить о вашей работе, о известной работе в нашем народе далеко за пределами. Это «Сайтисин Зоули». Эта работа полюбилась очень многим. Хотелось бы узнать, сколько времени ушло на реализацию именно этого проекта. Ну, в общем, сам съемочный процесс занял, по-моему, там было у нас 16 смен или 17. Это же была вгиковская дипломная работа. И, естественно, она была создана на коленке, то есть она была создана вообще абсолютно без денег, чтобы ты понимала, да. И когда я показал эту работу одному из своих мастеров, Михаилу Леонидовичу Аграновичу, знаменитому советскому кинооператору, российскому, который зав. Кафедры операторского мастерства в Авгике, вот, он сказал: слушай, ну в Авгике никто сейчас такое не снимает. Ну, чтобы конницы, лошади, пушки, там, натура и так далее. Обычно в Авгике снимают в какой-нибудь комнате, там, пьесу Чехова, вот, потому что у студентов нету на это денег. Я хотя уже был и такой взрослый студент, но я сказал, но я все равно это сниму, и вот мне так повезло, что мы познакомились в Авгике с моим оператором Александром Родиным. И надо отдать ему должное, хотя это и абсолютно русский парень, да, что он со мной вместе приехал и прошел все тяготы и невзгоды. Александр Кудрявов, наш художник-постановщик, который тоже пришел в этот проект. И общими усилиями я скажу, что 99% людей, которые работали над этим фильмом, это русские люди, там, разных национальностей, совсем не ингуши. И все, большинство из них работало бесплатно, понимаешь, абсолютно без денег. А на фоне этого мне какую-то слабину давать уже как-то мой ях не позволял, поэтому я выкладывался на 200%. Ну и народ, конечно, нам помогал. Я не ожидал, что будет такой фурор. Мы завоевали 16 российских международных наград. На самом деле, и очень круто, что этот фильм на индусском языке, понимаешь? Как бы то ни было, что его увидели в разных странах, ему присудили много наград. Вот, поэтому работа получилась такая, с помощью Всевышнего, с помощью ингушского народа. Там о художественных там каких-то качествах не мне судить, это судит зритель, но, как ты видишь, профессиональное киносообщество очень на это отреагировало. Также фильм «Сайтисин Зоули» послужил тому, что мне удалось выиграть грант Министерства культуры с полнометражным нашим фильмом, который называется «Письмо». Естественно, это какое-то портфолио. Вот. Ну, вкратце так, не знаю. Спасибо вам за эту впечатляющую работу. Спасибо, Амур. Спасибо, Бартуш. Да, Амур, у меня будет крайний вопрос к вам. Какие основные вызовы вы видите сегодня перед режиссерами в России, на Северном Кавказе, возможно, даже на собственной родине? Выгоды? Вызовы. 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 В этой работе о выгоде не идет речь. Ну да, это точно. В этой точно. Ну, в моей, во всяком случае. Кто-то, может, и выгоду имеет с этого. Я хочу тебе сказать, как бы так потолерантнее стараюсь. В некоторых недружественных нам странах есть такая история, что человек пытается идентифицировать себя собакой, и он думает, что он собака, да, например. А в некоторых местах кто-то пытается идентифицировать себя кинорежиссером и думает, вот я кинорежиссер. Но от этого не работает эта история. Для того, чтобы быть кинорежиссером, нужно многое пройти, многое осознать. Я не верю, что кинорежиссер это 16-летний или 15-летний пацан, потому что у тебя должен быть свой жизненный бэкграунд какой-то, у тебя должен быть жизненный опыт, у тебя должно быть образование в первую очередь. Вот, поэтому вот эта система, то, что я за 15 минут прочитаю «Войну и мир» и пойму, о чем речь, она не работает в кинорежиссуре. Да? И тестовая система там тоже не работает, ты должен все пройти своими ногами. В моем случае вызовы постоянные были, потому что я считаю, что человек, который имеет какую-то аудиторию, да, который имеет возможность снимать фильмы или писать музыку там, или заниматься какой-то культурой, он должен говорить не только о горах и башнях и как красиво солнышко светит. Кинорежиссер, он должен говорить о проблемах, кинорежиссер должен говорить о справедливости, о правде, он должен быть полезен для своего народа. Вот, поэтому тогда в этом твоя высшая цель тех культурных проектов, которые ты делаешь.
В этом смысле я таким путем пошел. Я считаю, что это самый настоящий и определенный путь для ингушского мужчины. Когда ты говоришь о своем народе и ты заботишься о нем. И если кто-то не имеет таких сил своего образования, да, или каких-то других факторов, не имеет возможности, да, выразить то, что у него в душе, всегда должен быть человек, который сможет встать вперед, взять на себя ответственность, да, и говорить от имени своего народа, не лукавля, не без поддавков, без лицемерия и так далее, и так далее. И, конечно, это всегда вызов. Потому что, когда мы называли группу «Лицо кавказской национальности» в начале 2000-х, да, это был вызов. Тогда это сейчас модно быть кавказцем, понимаешь? А тогда это было проблематично. Тогда за то лицо кавказской национальности было ругательным словом. Вот. И поэтому это был вызов. И мы с вызовом с этим вышли. Мы единственные ингуши, которые звучали на MTV, на Муз-ТВ, на всех федеральных радиоканалах. Вот. И сейчас, и этот фильм, и фильм «Сойти с Анзоули» тоже вызов был. Вызов лично для меня, моя проверка на прочность, проверка на характер. И фильм «Письмо» тем более вызов. Чем выше ты поднимаешься, чем больше ты говоришь о том, что на самом деле, чем больше ты защищаешь справедливость для своего народа, правду о своем народе, тем больше вызовов тебе прилетает. И я тебе хочу сказать с большим сожалением, что вызовы эти прилетают больше из нашей среды, к сожалению, да, потому что на самом деле люди, которые живут во всем мире, они не особо понимают, что происходит у нас. Вот. И наоборот рады, например, Министерство культуры России, которое нам помогало, с которым мы совместно делали фильм «Письмо», они наоборот говорят: ребята, нам нужны ваши проекты, нам нужно национальное российское кино. Сейчас как бы в связи с тем, что происходит, нам нужно свое национальное кино, и нам нужно, чтобы ингуши снимали, чтобы кабардинцы снимали, чтобы калмыки снимали, да вообще все, чтобы снимали, чтобы было свое национальное кино, потому что нам нужен контент. Потребность российского кинопроизводства — это там до 300 фильмов в год, чтобы она закрыла то, что было до этого. Поэтому Министерство культуры России, лично Департамент кинематографии Министерства культуры всячески помогали, вот мне лично в этом, чтобы я смог снять это кино. Вызовы происходят из тех, кто не хочет, чтобы это кино было, чтобы мы были в стагнации, чтобы мы не развивались. И, к сожалению, такие люди находятся в нашем обществе, в нашем ингушском обществе. И Даляндале мы победим, и победа будет за нами. Будем надеяться, потому как мы ждем премьеру киноленты «Письмо». Спасибо вам за ваши патриотические чувства, за ту работу, которую вы проводите, тяжелую работу, колоссальную работу. И мне очень нравится, что вы каждый раз вспоминаете народ, ингушский народ, и вы чувствуете, что вы работаете на благо своего народа. Спасибо вам за вашу деятельность на протяжении многих лет. Пожалуйста. Хава, Бяхмбахва, да, Барков Халтон. О том, что я думаю о своем народе, это естественно, потому что я и есть народ. У меня нет никаких медалей и регалий. Единственная медаль, которую мне дал, это мой ингушский народ своим доверием. Поэтому я перед ним отвечаю. И больше перед Аллахом, и перед ингушским народом, больше ни перед кем. Поэтому для меня главная задача, чтобы работать на благо этого народа. Это моя задача. Я больше ни на что не работаю в этой жизни. Иншаллах. Башка, спасибо, что были на связи.